Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Ortası! Selam! Dur! Dur! 5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Игдыр-Нахчыван. В мероприятии приняли участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева. Затем было сделано совместное фото. В Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Игдыр-Нахчыван. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили на церемонии. Затем в формате видеосвязи состоялось открытие газопровода Игдыр-Нахчыван. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kıymetli bakanlar, Мой дорогой брат, президент Ильхам Алиев, уважаемые министры, уважаемые гости, приветствую вас с искренними чувствами и любовью. Хочу особо выразить чувство огромного удовлетворения тем, что принимаю в Турции моего брата, президента Азербайджана, господина Ильхама Алиева. Говорю ему и дорогой делегации добро пожаловать в нашу Анкару. Здесь сейчас находятся рабочие и инженеры, внесшие свой вклад в эти работы. Иншаллах, после завершения выступления мы сфотографируемся с ними отдельно для Турции и Азербайджана. В лице моего дорогого брата и делегации сердечно поздравляю азербайджанский народ с благословенным месяцем Рамазан. Братские связи Турции и Азербайджана развиваются в свете изречения «одна нация, два государства» во всех областях, от обороны до торговли. Одним из важных направлений взаимодействия наших стран, безусловно, является энергетическая сфера, где реализовано множество совместных проектов. Благодаря реализации таких проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который многие считали несбыточной мечтой, разработка месторождения Шах-Денис и ввод в эксплуатацию газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, энергетическое сотрудничество Турции и Азербайджана вышло на новый уровень. Мы переживаем радость поставок больших объемов азербайджанского газа в Европу посредством газопровода Танап, пролегающего через Анатолию. Турция всецело солидарна с братским Азербайджаном в вопросе реализации стратегически значимых энергетических проектов. Сегодня я рад участвовать вместе с моим братом Ильхамом Алиевым в открытии проекта, который станет новым звеном сотрудничества двух стран. Газопровод Игдыр-Нахчыван, который мы через некоторое время откроем, дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в энергетической сфере, а также станет символом неразрывности судеб Турции и Нахчывана. 80-километровый газопровод, построенный компанией «Боташ», рассчитан на поставку до 2 миллионов кубометров газа в сутки. С вводом в эксплуатацию газопровода Игдыр-Нахчыван будет обеспечена энергетическая безопасность Нахчывана на период не менее 30 лет. Таким образом, этот проект, который на протяжении многих лет будет обеспечивать энергетическую безопасность Нахчывана, принесет пользу нашим странам. Пользуясь случаем, хочу сказать, что Турция и Азербайджан выступают в поддержку стабильности, сотрудничества и процветания в регионе. Наши страны хотят только мира, сотрудничества, общего развития. С этой целью до сегодняшнего дня было предпринято большое количество шагов в направлении мира и регионального развития. Мы на деле продемонстрировали свою искренность и полны решимости и далее реализовывать совместные проекты, нацеленные на мир и процветание. Турция будет и далее оказывать посильную поддержку Азербайджану. Как в период землетрясения 6 февраля 2023 года мы почувствовали поддержку Азербайджана, так и мы готовы прийти на помощь по первому зову наших братьев. И, иншаллах, мы продолжим этот процесс, усилив связи с Нахчываном в области электроэнергетики. Верю, что сегодняшняя церемония еще более укрепит турецко-азербайджанское братство. Поздравляю всех, кто внес вклад в реализацию этого важного проекта. Все структуры, рабочих, инженеров. Пусть наше единство, солидарность, любовь, волею Всевышнего будут вечными. Желаю, чтобы этот проект принес пользу всему региону. От себя лично, от имени моей семьи и моего народа, выражаю моему брату Ильхаму благодарность за визит. Уважаемые участники церемонии, сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства отмечается открытие газопровода Игдыр-Нахчыван.
Как здесь уже было сказано, 1,5 года назад мы вместе с уважаемым президентом заложили в Нахчыване фундамент этого газопровода и уже участвуем в этой прекрасной церемонии. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии газопровода Игдыр-Нахчыван в формате видеосвязи. Как вам известно, Нахчыван – древняя азербайджанская земля. Однако уже более века он отделен от основной части Азербайджана. Причиной этого является то, что через 5 месяцев после падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана и присоединила его к Армении. Тем самым была разорвана сухопутная связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью Нахчываном. Эта несправедливость, которая длится уже более века, очень негативно сказалась на жизни наших соотечественников, проживающих в Нахчыване. В частности, как только началась Первая Карабахская война, Армения оккупировала Карабах, одновременно взяв в блокаду Нахчыван. В их планы входило оккупировать и Нахчыван. Но в то время мой отец Гейдар Алиев, как руководитель Нахчывана, не допустил этого, и все нахчыванцы мобилизовались на защиту Нахчывана, защитили родную землю и поставили оккупанта на место. Одной из причин, по которой Нахчыван тогда не был оккупирован, также стали построенный в то время мост Умид, соединяющий Нахчыван с Турцией, а также поступающая по нему помощь оттуда. Это внесло весомый вклад в защиту Нахчывана. Сегодня две братские страны, Турция и Азербайджан, реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефти и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Танап, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии. Bugün Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkelerin enerji güvenliğini temin edir. Сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран. В прошлом году экспорт азербайджанского газа достиг 25 миллиардов кубометров. Около половины этого объема экспортируется в Турцию, а кроме Турции еще в 11 стран, 10 из которых европейские. Закупая азербайджанский газ, они укрепляют свою энергетическую безопасность. Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана. Gaz Türkiye üzerinden swap şeklinde Nahçıvan'a ötürülerek artık Nahçıvan'da Газ из Азербайджана через территорию Турции будет транспортироваться в Нахчыван в виде своповых поставок, что избавит Нахчыван от этой проблемы. Энергетические проекты, которые мы сообща претворяем в жизнь, в то же время позволили реализовать транспортные проекты. Сегодня железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Турцию с Азербайджаном, предоставляет огромные преимущества как для наших стран, так и в рамках более широкой географии. Эта транспортная линия имеет очень большое значение и приносит огромную пользу, особенно для объединения тюркского мира. И, естественно, единство и братство между Турцией и Азербайджаном являются большим вкладом для всего тюркского мира. Мой дорогой брат, уважаемый президент, играет огромную роль в объединении тюркского мира. Под его руководством в Турции достигнуты большие успехи и созданы новые возможности для более тесного единения тюркского мира.
Азербайджан всегда придавал большое значение объединению тюркского мира и со своей стороны прилагал все усилия для обеспечения этого единства, для того, чтобы оно было вечным, а отношения строились на основе общих интересов и общности истории. Bugünkü tören bir daha Türkiye-Azerbaycan birliğini, dostluğunu, kardeşliğini gösterir. Сегодняшняя церемония еще раз наглядно демонстрирует турецко-азербайджанское единство, дружбу и братство. Уверен, что около 500 тысяч наших соотечественников, проживающих в Нахчыване, сегодня, прекрасный месяц Рамазан, отметят эту церемонию как праздник. От своего имени хотел бы выразить благодарность нашим товарищам, друзьям, которые приняли участие во всей этой работе. Строительные работы были выполнены за короткий срок. Они длились чуть более года, и мы уже принимаем участие в этой прекрасной церемонии. Еще раз сердечно поздравляю каждого из нас, Турцию и Азербайджан, с этим замечательным событием и желаю нашим народам и государствам новых успехов. В Баку прошла панельная дискуссия на тему «Более справедливый мир возможен», организованная Управлением по коммуникациям администрации президента Турции и Stratcom Public Forum. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Затем было показано видеообращение руководителя Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахритдина Алтуна. В видеообращении говорилось о проблемах в деятельности ООН и о том, что тезис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Мир больше 5» также привлекает внимание к необходимости реформирования ООН. Как Управление по коммуникациям администрации президента Турции мы поддерживаем мероприятия, организуемые в рамках Stratcom Public Forum в 20 странах. Проблемы в деятельности ООН затрудняют установление мира во всем мире. Подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в поддержке проведения реформ внутри ООН. Мероприятия, организуемые нашей страной, содействуют диалогу между представителями разных обществ. Считаем, что сегодняшнее событие придаст импульс мерам по построению более справедливого мира, отметил он. Советник по вопросам СМИ посольства Турции в Азербайджане Альптекин Джихангир Ишбилир подчеркнул, что международная система сталкивается с трудностями в обеспечении глобального мира. Хотя главной задачей международных организаций является обеспечение глобального мира и безопасности, возникла ситуация, при которой они служат разжиганию конфликтов и усилению напряженности. Нужны реформы и изменения в мировой системе. Крайне необходимо принять действенные меры для достижения этой цели. Существует ряд структур, призванных содействовать миру и безопасности во всем мире. Возведение барьеров на пути войн означает обеспечение мира, сказал он, выразив сожаление в связи с тем, что мировые структуры еще больше разжигают массовые убийства. Представитель Фонда просвещения Турции в Азербайджане Сердар Гюндоган рассказал об отношениях между Турцией и Азербайджаном в сфере образования. В своем выступлении заведующий отделом Центра анализа международных отношений Джавид Велиев рассказал о политике государств в системе международных отношений. Он отметил, что в основе международных отношений лежат справедливость, закон и дипломатия. В качестве примера он привел Азербайджано-турецкие отношения. Проректор Национального университета обороны Турции профессор Нуритдин Аджир в своем выступлении заявил, что с наибольшей несправедливостью в международных отношениях сталкиваются тюркские государства и исламские страны. Говоря о факторах, обуславливающих силу в международных отношениях, спикер отметил, что чем сильнее будут тюрки, тем прочнее будет мир во всем мире. После дискуссий состоялась сессия вопросов и ответов. Журнал «Худоферин», который издается в Тегеране уже 22 года, также публикует произведения наших известных поэтов и писателей в виде книг. Так, ко Дню солидарности азербайджанцев мира журнал «Худоферин» в Тегеране под названием «Избранные произведения» на старом алфавите в объеме 120 страниц опубликовал стихотворение нашего гостя, известного поэта, члена и сотрудника Союза писателей Азербайджана Гуламаила Мурада. Книга представлена читателям. Одной из первых целей журнала «Худоферин» является достижение распространения
азербайджанского языка на широком географическом пространстве и служение его развития. Госпожа Гюлимаил, мы приветствуем вас. Сегодня мы познакомим вас со зрителями телеканала ТВ-15. Итак, что бы вы хотели рассказать о себе? Большое спасибо. Я родилась в селе Садыхлы Акстафинского района. После окончания школы я училась в тогдашнем Азербайджанском нефтехимическом институте. Мое первое стихотворение также было опубликовано в институтской газете. Мое стихотворение было о матери, а также была активным членом студенческого совета. Затем мою статью опубликовали в газете. И сейчас тема моих стихов — Родина, Мать, Земля. У нас также были скрытые стихи о любви и привязанности. В настоящее время основу моего творчества составляют темы наших национальных героев, шахидов и Родины. Моя книга «Дороги сражений» посвящена Второй мировой войне 1941-1945 годов. У нас был герой Советского Союза Мусииб Аллахвердиев. Я посвятила его героизму свою книгу стихов. Мусииб Аллахвердиев самоотверженно сражался под Москвой и Харьковом, Днепропетровском, Днепродзержинском, Запорожьем, Николаевым, Кривым Рогом, Кишиневым, Будапештом. Родина высоко оценила боевые заслуги отважного командира батальона, славного сына Азербайджана. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Мусиибу Абдулла Оглу Аллахвердиеву присвоено звание Героя Советского Союза. Я проработала учителем в Грузии 18 лет. Затем до 2016 года я работала в колледже специалистом по нефтехимии. С 2015 года являюсь сотрудником Союза писателей Азербайджана в качестве поэта-публициста. Являюсь членом Союза писателей Туркменистана, Союза писателей и журналистов Азербайджана, а также Евразийской Федерации искусств и культуры. Я также сотрудничаю с ними. Как я уже говорила ранее, основное внимание в моем творчестве уделяется теме Карабаха. А как сказал в своем афоризме президент Ильхам Алиев, Карабах — это Азербайджан. Героями моих стихов являются шахиды, отдавшие свои жизни за целостность моей страны. Госпожа Гюлимаил, похоже, ваше сердце полно слов. Конечно, все, что вы сказали, нашло место в сердце каждого из нас. Любовь и привязанность могут иметь разные формы. Однако любовь к родине, матери, земле занимает особое место. Мы видим, что вы прекрасно описали это в своих книгах. Возможно, ваши произведения и книги были изданы за пределами Азербайджана. Да, это правда. Мои книги были изданы на узбекском языке в Узбекистане и на грузинском языке в Грузии. Переведено на английский, арабский и персидский языки. Напечатано в Турции. Несколько моих книг были опубликованы в Тегеране. С 25 по 30 декабря прошлого года мы были в Бурсе, Турция. Я присутствовала на праздновании 130-летия Османской империи. По инициативе Суны Ханум была организована 4-дневная церемония автограф-сессии моей книги. Моя книга была издана на турецком языке в Анкаре, а день ее подписания мы провели в Бурсе. Ее приняли на высоком уровне. Мустафа Киши, первый муфтий мусульман Закавказья с 1832 по 1840 год, являлся представителем нашего генеалогического древа. В настоящее время его могила находится в Тбилиси. На данный момент опубликовано 2 книги о Мустафе. Возможно, я также опубликую книгу о наших предках в поэтическом духе. Моя родословная и корни — земли Турана. Отсюда доносится голос Аллаха, дыхание турка. Азербайджан, Турция — одна нация, 2 государства. Призывают турков в Шушу. Госпожа Гюлимаил, насколько мне известно, вы также написали книгу о Нуру-Паше. Да, я написала «Дастан Нуру-Паша». Мы выразили нашу благодарность президенту турецкого государства Реджепу Таипу Эрдогану, который выразил нашу солидарность в связи с нашей победой в 44-дневной Отечественной войне. Он оказал нам политическую и моральную поддержку во время этой войны. В те дни железный кулак, поднятый нашим президентом Ильхамом Алиевым, был для нас флагом, землей, родиной, силой и солидарностью. Железный кулак, который он поднимает, это меч пророка Мухаммеда Зульфикара, потому что одна сторона меча — интеллект, а другая — справедливость. Вот почему железный кулак, поднятый верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, стал для нас и разведкой, и правосудием. Конечно, мы победили, крепко сплотившись вокруг железного кулака. В 1918 году Кавказская исламская армия под командованием Нури-Паши освободила город Баку, осажденный в течение 40 дней. 44-дневная Карабахская победа также стала повторением истории. Я написала эпос о Нури-Паше, тщательно изучив те события. Я говорила: шахиды, вставайте и давайте вместе прогуляемся по Анкаре, Ташкенту и Шуше. Территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Госпожа Гюлимаил, на каких языках была опубликована эта книга?
на английском языке, на турецком языке в Анкаре и на азербайджанском в Баку. Она была переведена на арабский и персидский языки, чтобы ее могли прочитать и наши соотечественники, проживающие в Южном Азербайджане. Госпожа Гулимаил, полагаю, вы путешествовали по этим странам и видели исторические места собственными глазами, пока писали эти книги. В 2007 году я была на поэтическом фестивале в Урмии. Иран, конечно, там высоко оценили мое творчество. Я была награждена премиями и дипломами. Меня приглашали в турецкие города Аланью и Стамбул, а также в Грузию. Я объездила почти каждый дюйм Азербайджана. Город Бурса в Турции, который мне больше всего запомнился и оставил очень приятное впечатление. Это тот город, который я посетила. Я сравниваю его с зеленым и очаровательным островом, подвешенным к небу. Полагаю, у вас новые планы? У меня много новых идей. Я, наверное, напишу о нашей поездке в Бурсу. Если я получу желаемое, я напишу о Бурсе, которая мне очень нравится. Мне очень понравился этот город. Я посетила гробницы, исторические места османских султанов Османа Гази и Архана Гази. Все мои чувства и эмоции пробудились. Я считаю все тюркские земли своими родными землями. Поэтому мое желание, мечта и стремление, чтобы наш турецкий мир всегда был единым. Давайте всегда будем солидарны, как в моем стихотворении «Позови тюрков в Шушу». В рамках традиционного празднования Навруза Тюрксой провела красочные мероприятия в районах Караджабей и Мустафа Кемаль-Паша в Бурсе, культурной столице тюркского мира 22 года. В параде в качестве гостей Тюрксой приняли участие артисты тюркского мира, одетые в традиционные костюмы, что вызвало большой интерес у жителей и гостей Бурсы. Конные части, члены протокола и артисты из тюркского мира, а также жители и гости города в сопровождении янычарского оркестра прошли от стадиона Караджабей до площади Республики в центре города, где высокопоставленным гостям был преподнесен традиционный поднос Невруза, семени как символ изобилия и плодородия. Biz Türk dünyasının lokomotifi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyoruz dedi. Bu beni inanılmaz onurlandırdı. Türk ve Müslüman Cumhuriyetlerinden gelen ekiplere mehter takımlı demek. Nevruz demek Türk'ün kendinin titrediği, kendine geldiği gün demek. Nevruz demek Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur dediğinin anlaşıldığı gündür. Bu güzel programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Позже была сделана групповая фотография вместе с артистами тюркского мира и членами протокола. К сожалению, творческие выступления не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий. В рамках традиционных праздничных мероприятий Тюрксой в районе Мустафы Кемаль-Паша состоялись шествия Невруза и небольшой концерт. Несмотря на дождливую погоду, горожане, собравшиеся на площади Аднана Мендереса района Мустафы Кемаль-Паши, громко аплодировали выступавшим артистам тюркского мира. Художественные коллективы из тюркского мира и стран Балканского региона удостоились бурных оваций жителей Кемаль-Паши, высоко оценивших их выступления. По окончании концерта жители Кемаль-Паши сфотографировались на память вместе с артистами тюркского мира, которые своими яркими нарядами оживили площадь республики.
Пламя Невруза, зажженное Тюрксой, охватило Изникский и Енишехирские районы Бурсы. В рамках празднования Навруза Тюрксой провела мероприятие в Изникском и Енишехирском районах Бурсы, которая является культурной столицей тюркского мира в 2022 году. Мероприятия Невруза, которые ранее состоялись в Бурсе, были организованы Тюрксой совместно с мэрией города. Вслед за районами Караджабей и Мустафа Кемаль-Паша также прошли в Изнике и Енишехире. Касьянов подчеркнул, что Невруз символизирует изобилие, плодородие, жизненную силу, любовь, братство, обмен, дружбу и мир, даруемые нам природой, которая начинает пробуждаться с приходом весны, и заявил, что Тюрксой с 1993 года организовала и провела более 150 концертов примерно в 30 странах мира. Творческие коллективы из Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, а также Северной Македонии и Сербии вызвали бурные аплодисменты у местных жителей своими выступлениями.
Добавьте в сковороду немного оливкового масла, затем кладем на нее дольки помидора. Этот вкусный завтрак можно приготовить всего за 5 минут. Немного посолить, накрыть крышкой и варить 2 минуты. Переворачиваем жареные помидоры. В жареном виде очень вкусно. На помидоры выкладываем тонко нарезанную колбасу. В этом случае колбаса варится, как в томатном соусе. Будет лучше, если накрыть крышкой. Добавляем 2 яйца и готовим до полной готовности колбасы. В соус добавляют соль, перец, а также специи и зелень. Кроме того, добавляется столовая ложка молока. Необходимо также налить немного масла. Тонко нарезанный сыр, почти готовый к выпечке. Покрываем сверху тонко нарезанным сыром, снова закрываем крышкой сковородку.
Как только сыр расплавится, откройте крышку и добавьте острый красный перец. Еще немного петрушки. Приятного аппетита!